Сегодня в 8 часов утра мне позвонил один из моих сотрудников и сказал, что под видом миграционной службы одинаково одетые люди, группа лиц от 10 человек и больше, ворвались в наше здание, выкинули всех сотрудников фирм-арендаторов, которые там находятся, и забаррикадировались внутри. Когда я приехал, меня внутрь никто не пускал. Я обратился в 02, обратился по телефону в местное отделение милиции, никакой реакции не было. Тогда я поехал в ОВД Арбат, написал заявление очно, и только тогда сотрудники милиции приехали вместе со мной сюда и сделали видимость, что они разбираются в ситуации. Вдруг появился какой-то человек, которого я раньше никогда не видел, и предъявил свидетельство о собственности на мое здание, в котором было указано, что я продал ему это здание. На самом деле я никакие такие договора не подписывал, следовательно, документ его является чистой фальшивкой. А сегодняшний захват здания – это рейдерская атака на мою собственность. Об этом узнали люди, мои земляки, и сегодня приехали сюда поддержать меня. Я им всем благодарен. Пользуясь моментом, хочу сказать, что я очень тронут этим вниманием, и мне, конечно, приятно, что вот такая солидарность у нас сегодня проявилась. Спасибо всем большое. Удачи вам. А сколько по примерным оценкам сейчас в здании людей? Сейчас я не знаю, сколько в здании людей, но вот на крыше насчитали 13 человек, наши ребята, то, что видно отсюда. Сколько внутри, мы не знаем. Но я думаю, что они приготовились к осаде, потому что то, что я видел внутри, ребята готовятся серьезно. Они делают это профессионально, и по всему видно, что делают это не в первый раз. А у вас есть, может быть, какие-то подозрения, кто это, может быть, по каким причинам? У меня есть несколько подозрений, одно из которых напрямую связано со строительством второй очереди Смоленского пассажа, инвестором которого является Мосстройэкономбанк. Я не могу утверждать наверняка, но слишком много случайностей происходит в последнее время. Первая случайность произошла недавно, когда сгорел ресторан Механобанска, болгарский. Вторая случайность, когда сгорел зал игровых автоматов. Ни того, ни другого помещения уже сегодня нет. Сейчас осталось одно здание, которое они не могут сносить, в связи с тем, что по фасаду этого здания проходит газопровод, принадлежащий мне, находящийся у меня на балансе. И без согласования со мной отключить этот газопровод нельзя. Следовательно, нельзя строить и нельзя сносить. И вместо того, чтобы договориться со мной, могло быть принято такое решение. Я не могу утверждать наверняка, но это один из вариантов. Судя по размаху, с которым работают эти ребята, это ребята с широкими возможностями, в том числе и в правоохранительных органах. Так цинично и нагло поступать могут только люди, которые такие возможности имеют. Простые мелкие рейдеры не могут это делать. Спасибо.